Егор Борисов начал свое выступление с того, что волнует большинство – денег. Предварительно, по итогам 2016-го, показатель валового регионального продукта вырастет на 2%. Глава республики обозначил и основные параметры бюджета на предстоящий год. Наибольшие суммы пойдут на образование – 23% расходов, поддержка жилищно-коммунального хозяйства – 15%, сельское хозяйство – 6%, здравоохранение – 5,6%. Повышать эффективность бюджетных расходов будем за счет оптимизации отдельных направлений государственной программы, уменьшения численности фонда оплаты труда, административно-управленческого аппарата бюджетных организаций. Ожидаемым стал блок, посвященный бизнесу. Илдархан говорил о диалоге с крупными корпорациями. Цитата: «Необходимо строить доверительные, но требовательные отношения». Больший акцент он сделал субъектам малого и среднего бизнеса. В период кризиса предпринимателям отводится роль подушки безопасности. Мы должны опираться на самих себя, зарабатывать сами на том, что у нас есть. Буквально на прошлой неделе проводили заседание Координационного совета по предпринимательству. Пришли к единому мнению о снижении в 2 раза ставок для предприятий малого бизнеса, работающих по упрощенной системе налогоплательения. Рассчитывать на свои силы во всех смыслах нужно и муниципалитетам. По словам Борисова, каждый район должен превратиться в бизнес-единицу с проектным управлением. Для нас очень важно. Мы сегодня занимаемся промыслом и переработкой мяса дикого северного оленя. И мы видим перспективу в этом. Кроме того, мы сегодня услышали слова про экологическую безопасность недропользователей. Очень важно, как промышленные предприятия относятся к охране окружающей среды. Жизнь на селе, в частности, новый закон о сельском хозяйстве, который вступит в силу с 1 января 2017-го. Другая содержательная часть выступления. Ожидания от него велики. Но сразу хочу отметить, что этот закон определил пока лишь некие правила игры. Реально он заработает и превратится в эффективную систему только при условии запуска, может быть, даже где-то в ручном режиме, всех заложенных в нем инструментов. Переход на программно-целевую экономику и развитие местного производства. Таков тезис нынешнего выступления Егора Борисова. По словам Илдархана, 2 этих компонента решают другую глобальную проблему, с которой столкнулась не только республика, но и вся Россия. Речь о безработице. Местное производство – это очень важное направление. Мы сегодня ощущаем сами, что вопросами алмазогранильной промышленности, лесопромышленного комплекса, перерабатывающей промышленности, этими вопросами нужно заниматься. Следующий год в республике объявлен годом молодежи. Глава призвал активных представителей этой части населения выступить инициаторами новых проектов и законов. Еще один социальный вопрос – многодетные семьи. Борисов потребовал усилить контроль за строительством инфраструктуры на земельных участках для якутян с 3 и более детьми. Айна Винокурова, Денис Попов, Татьяна Николаева, Вести, Якутск.